балдарын таштап, аялын таштап, Россияда иштеп жүрөт, ушул үйдө алайын деп, ушул үйгө жетейин деп. Ушу компанияга менин эки уулум тең ушундай чет мамлекетке иштеп келип, азыр бир уулум күн түн дебей стодо иштейт. Ну, тут надо так сказать, у нас вообще с этим бардак. Разрешение дают, потом отнимают. В первую очередь, этому вопросу нужно давать оценку чисто юридическую. На мой взгляд, если строительство дома жилого началось до строительства нового Белого дома, здесь на самом деле вопросов быть не должно. Во-первых, надо в судебном порядке это оспаривать решение. Biz мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Эң башкы критерий bizde мыйзам болуш керек. Я думаю, что граждане вправе обратиться в суд и обжаловать действия должностных лиц, если они неправомерны. Я считаю, что они должны обращаться в Конституционный суд, если их там услышат. Это как вариант. Ну а дальше я не знаю, надо подавать в суд на кабинет министров, на то, чтобы обжаловать вот это решение. Даже госорганы уже не могут отозвать свое разрешение на строительство. И раз уж уже до 6-го этажа достроили, и дольщики вложили деньги, тогда, на мой взгляд, здесь уже тот, кто запрещает строительство, а здесь конкретно какой-то госорган, он и должен возмещать дольщикам вложенные деньги. Я думаю, что еще рано отчаиваться. У них есть все законные права. И в соответствии с этим я бы рекомендовала обратиться в суд. И суд поставит этому вопросу точку. В судебной системе должны рассмотреть все документы и, я думаю, должны, во всяком случае, принять сбалансированное решение. Насколько оно будет отвечать интересам дольщиков, субъекта предпринимательской деятельности, это уже другая ветвь власти. Но, по идее, закон на их стороне должен быть, потому что разрешение до принятия ухудшающей нормы, оно не может отменять предыдущие решения. Просто запретить и при наличии всех документов, это тоже незаконно. Использовать все возможные правовые механизмы, существующие в Кыргызстане, но я не знаю, единственное, помогут ли они. Я просто откровенно говорю, что в такой конструкции, в которой мы живем, они могут просто не помочь. Эгер мыйзамдуу кандайдыр бир курулуш болуп атып, уруксаттын баары алынып бүтсө, бир топ курулуш жүрүп калса, бирок мамлекет келип кандайдыр бир себептерге байланыштуу курулушту токтоткула десе, анда мамлекет бүт чыгашан жооп бериш керек. Мамлекет өзүнүн мыйзамдарына жооп бергени үйрөнүш керек. Ансыз биз мыйзамдуу күчтүү өлкөнү кура албайбыз да. Болгону ошол. Данная ситуация будет страдать, мы же говорим, что надо бизнес защищать. В данной ситуации напрямую будет страдать сам бизнес, строительная компания, потому что она потерпит большие убытки. Уже котлован вырод, уже построен основа, каркас, я не знаю там что там, может кирпичи уже положили. Если это все сделано, то это будет наносить очень большой ущерб интересам бизнеса. Мэрия города Бишкек инициирует внесение изменений в постановление Кабинета министров об установлении специальных требований к использованию территории вокруг строящегося административного здания администрации президента Кыргызской Республики от 10 октября 2023 года номер 540. Вышеуказанным постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики установлены специальные требования к использованию территории вокруг строящегося здания администрации президента. Здания, расположенные по проспекту Чингиза Айтматова, 301. Недопущение размещения новых объектов недвижимости в радиусе 500 метров и недопущение проектирования, строительства и иных изменений объектов недвижимости высотой более 10 метров в радиусе 1 километра. Отметим, что указанные специальные требования не распространяются на государственные и муниципальные объекты.
Решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров Кыргызской Республики от 10 октября 2023 года номер 540 принято в целях урегулирования правоотношений, возникших до введения в действие специальных требований. Принятие данного проекта решения Кабинета министров позволит компетентным органам рассмотреть вопросы возобновления разрешительных документов и введения в эксплуатацию завершенных объектов. Строительство данного объекта приостановлено из-за того, что он находится в охранной зоне новой администрации. Выплата каких-либо компенсаций дольщикам со стороны Госстроя не предусмотрена, так как объект не введен в эксплуатацию. Все издержки налагаются на застройщика. Госстрой готов оказать содействие в перепрофилировании строящегося объекта с высотой не более 3 этажей и с высотой крыши до 10 метров от уровня земли. Для информации, в охранной зоне, кроме данного объекта, прекращено строительство около десятка зданий.